Здравствуйте! Сегодня мы снова в гостях у Егора Сокольникова в его ювелирной студии. И я наконец-таки получила свое украшение, которое мы с вами в прошлый раз сделали. Вот оно. Давайте же откроем. С другой стороны. Вот. И посмотрим на эту красоту. Вау, вот эта прелесть у нас получилась. Мне кажется, это великолепно красиво, очень... Это 1000 раз, наверное, отличается от того, что я себе представляла. Вообще совсем по-другому. Тени играют намного глубже, и фактуру видно намного четче. Фактуру видно намного четче. Надеюсь, вам тоже понравилось, и вы посетите мастер-класс. А сегодня мы пришли узнать, как инкрустировать камень в украшение. Пойдемте скорее к Егору и посмотрим на его работу. Так, Егор, привет! Сегодня мы пришли к тебе посмотреть, как ты инкрустируешь камни в изделия. Правильно я сказала, инкрустируешь? Да, все верно. Вставка, так. Закрепка камней. Это вообще сложный процесс или как? Для меня это уже не сложно, так как мы работаем уже давно. А сколько лет вы работаете? Для простого человека, естественно, это сложно. Я работаю примерно, вообще в целом, если взять в ювелирной сфере, где-то, порядка 20 лет. Как То много. есть это большая половина всей моей жизни, грубо говоря, так. А насколько это сложно, вот сейчас ты как раз-таки сама это все посмотришь. Так, вкратце расскажу, да, что мы будем делать. То есть есть определенная модель, да, это называется каст, где посадка камня. Это шинка, да, то есть это такое специальное кольцо именно со свободной посадкой кастика. Соответственно, наша задача закрепить сюда камень. Но мы будем крепить не желтый камень, будем крепить уже заготовку, будем крепить белый камень. Это фианит. Это фианит. Да, и задача сделать вот так. Можешь померить. А вот, получается, это изделие и камень. Какова вероятность, что оно выпадет? Вероятность, что выпадет, если молотком стучать не будете по изделию, то он не выпадет никогда. Потому что здесь, помимо того, что есть усиление клапанов, то есть клапана достаточно широкие, толстые, массивные, так сказать, тут еще их количество 6 штук. То есть это как раз таки более практично для посадки, для практичной посадки вставки. Вот. Сейчас мы делаем посредством бормашины и бориков мы делаем отметку для посадки камня. То есть делаем специальные пасы, да, куда будут как раз таки вставляться по рундисту именно фианит сам. Рундист — это вот боковая часть основная, которая идет по всей окружности камня, центральная часть. Вообще много всего можно рассказать, и всяких разных слов специализированных. Там очень много в ювелирной сфере. Так что, возможно, буду что-то говорить непонятное, но постараюсь максимально простыми словами объяснять, да, что делаю. Вот это приспособление, в которое ты держишь в левой руке, это получается как какие-то стяжки? Да, это специальный зажим, суперстандартный, который используют все ювелиры для зажима ювелирных изделий. То есть это упрощает работу, то есть можно видеть... Чтобы не держать, да, вот такую чтобы тонкую в руках не держать. То есть бывает невозможно держать что-то в руках, когда ты крепишь камень, тем более. То есть это обязательный такой инструмент. Он у всех разный. У меня, например, он самый такой популярный, стандартный, очень такой распространенный, так сказать, инструмент.
А вот в зависимости от камня есть какие-то отличия по его Инкрустации. Так, есть различия в размере, есть различия в огранке камня, в форме камня. Да? Соответственно, если камень маленький и по дизайну его нужно поместить в углубление, то есть разновидность уже посадки совсем другая. В данный момент мы делаем крапановую закрепку. А виды закрепок очень много. Есть глухая закрепка, рельсовая закрепка, крапановая, корнировая и так далее. То есть в данный момент это у нас вид закрепки крапановая. есть, форма камня, но сам камень не имеет, в принципе, никакого значения, какой ты вставляешь. То есть там к алмазу, допустим, не нужно какую-то определенную искать технологию. К фианиту тоже можно самое использовать, что и к алмазу. То есть мы не бриллиант. То есть мы используем виды закрепок и инструменты одни и те же при закрепке природных камней, драгоценных камней, полудрагоценных, ну и, собственно, простых там элементарных камней, да? Как фианиты. Разница только в данном случае это твердость камня. То есть если ты крепишь бриллиант, то есть он достаточно плотный, по шкале Мосса он самый максимальный, у него, да, 10, соответственно, он тверже всех. Самый твердый камень, самый твердый минерал. И его в целом крепить гораздо легче. То есть не боясь, уверенно можно зажимать, сжимать, там, давить и так далее. Есть природные камни драгоценные, такие как, скажем, там, изумруд. Вот изумруд уже скрепить сложнее. Его сложнее, он специфичный, и он очень такой хрупкий, так сказать. Соответственно, к нему уже нужен такой максимально аккуратный, максимально спокойный подход, чтобы его закрепить. То есть, если его расколоть, то есть чуть-чуть там сильно надавил, допустим, он может сколоться. Соответственно, мы уже потеряем его как камень, и все. Получается, все-таки есть немного деликатные камни, да, и есть более прочные, как алмазы, которые можно все-таки, с которыми можно более дерзко работать, как я понимаю, да, не боясь. Не боясь, да, более увереннее, так сказать. Но опять же таки это зависит от опыта закрепщика, ну от опыта самого ювелира, да. В целом, если ты только начинающий ювелир, для тебя там любой камень, он будет такой опасный, так сказать. Соответственно, ты будешь к нему подходить с какой-то такой неуверенностью, да. А если ты уже опытный ювелир, то в целом ты уже знаешь, как подходить к каждому камню. Вот. А можно узнать, что вот это такое? Это у нас просто ключ для бормашина для открывания и закрывания. Для закрепления. Бормашина — это такая же, как в стоматологии? Как в стоматологии, да. И у мастеров маникюра, получается, в принципе... В целом мы можем использовать одни и те же инструменты. То есть мы можем быть и стоматологами, и маникюрщиками. Так, далее, пока мы разговаривали, камень мы уже плюс-минус закрепили. Теперь нужно выровнять эти клапана, то есть чтобы они вот так вот не торчали и чтобы не цепляли там в будущем одежду, волосы там, и так далее. Да? Обычно это, если она длинная, то отрезается бокорезом. Это вот у нас бокорез, инструмент такой, да, который просто отрезает там какую-то часть металла. Который выпирает, получается. Да, мы его отрезаем, то, что вот лишнее. Но они у нас короткие, в целом можно было бы этим даже не пользоваться. И обычным надфилем. Надфиль — это как наждачка, только железная? Да, только железная. Все верно. Вот. Ну и, соответственно, это мы их, получается, сглаживаем, чтобы они не цеплялись? Выпиливаем и немного сглаживаем, да. Сглаживаем. Это мы убираем, так сказать, следы инструментов, допустим, в данном случае бокореза. Вот, чтобы таких резких каких-то движений не было. Ну и, собственно, мы его сравниваем с площадкой камня. Площадка — это у нас самая верхняя часть нашего фианита. Вот, собственно, мы его уже закрепили. Сейчас мы, опять же таки, обработаем его для того, чтобы уже конкретно сгладить даже след нашего надфиля.
Далее мы его будем уже полировать. Давать ему блеск, ну и вычищать. А полировать, получается, тоже бор машиной? Только другой насадкой? Можно бор машиной, но мы будем его полировать на полировальном станке, на специальном станке. Все по порядку. Так, это у нас тоже такой инструмент. Ну, мы его называем просто резина, обыкновенная, да? Она тоже абразивная, и мы его сглаживаем. То есть, да, даем какую-то гладкость. Допустим, если смотреть вот это вот, этот клапан. Ой, я вижу. Видите, вот он такой более рыхлый, да? А есть вот, где я прошелся. И он уже такой более законченный, более гладкий. Соответственно, наша задача сгладить все эти поверхности. То есть убираем следы инструментов, чтобы облегчить как раз-таки нашу полировку. Если же начать полировать без вот этих вот последовательностей, то мы можем как раз-таки испортить нашу модель. А вы, получается, педалью нажимаете на Да, нажимаю клавиш? педаль. Да. А есть разные бормашины, то есть у нас такая самая стандартная тоже с педалью. Есть без педали, с кнопкой, есть с управлением именно вот руки там и так далее. То есть технологии у нас уже разные сейчас. А вот Всё, идея этого закрепили. украшения, она же не стандартная. Обычно это же стоит, как я понимаю, она же обычно хочу сказать присварена, но, наверное, это как-то по-другому нужно. Ну, то есть она такая массивная. Это что-то новое, да? Это какой-то дизайн, сделанный вами? Нет, это дизайн не сделан нами, он в целом такой, ну, распространенный, по идее. Кто-то в Европе делает, кто-то в России такое делает. Да, вот, мы просто сделали именно в нашей подаче, там, чуть-чуть изменили форму. Ну, в общем, какое-то такое свое настроение, в общем, да, Выглядит- и свои смыслы. Выглядит очень красиво, как будто вы какой-то очень древний эскиз нашли и его переработали в что-то современное. Да. Красиво. Сейчас будем его полировать. Это у нас полировальный станок специальный. Мы сейчас будем задавать ему блеск, сполировывать и немного сглаживать поверхности наших клапанов. Эта машина выглядит очень страшно. Страшно, если не уметь. Вот. Так, есть две части. То есть в целом конкретных каких-то таких действий у ювелиров как бы нету, да, то есть нету какого-то шаблонного действия. Каждый ювелир работает по-своему. То есть сейчас в любом случае наши передачи будут смотреть ювелиры, да, и у кого-то подход, допустим, другой, разный, да, и скажет: ой, Егор работает по-другому. Окей, я работаю так. Ну, то есть процессы налажены, но немного могут отличаться от каких-то стандартов, да, так скажем. Вот. Но в целом плюс-минус как бы все так работают. Так. Да, все верно. В данном случае у нас есть паста Гои, да, это специальная тоже паста в виде абразива, которая снимает какую-то жесткую, ну, то есть снимает поверхность, да, слой поверхности. Зеленая она более жесткая, снимает больше. Красная она мягче, она придает блеск. Вот, соответственно, мы в первую очередь, делаю я так, да, например, сначала снимаю более жесткие, убираю более жесткие, более глубокие следы инструментов, да, и даю ему такое сглаживание. То есть, если сразу начать полировать, например, на красном пастагое, да, то можешь дать блеск, но ты не уберешь следы инструмента. То есть будут видны впадины, царапинки там, и так далее. Соответственно, чтобы такого не было, мы сначала его полируем на вот таком зеленом пастагое. Ну и, допустим, можно уже наблюдать, что чуть-чуть уже что-то сгладилось. Ну, видно, что уже следы ушли и чуть-чуть блеск есть. И сейчас, смотри, вот, например, ну, допустим, вот видишь, да, она какая сейчас? Как будто мутноватая. Да. Сейчас мы его, когда повернем, уже
уже там будет блеск. Вау, реально очень... Ну вот без, да, вот уже с блеском. Ну и, соответственно, мы берем и по кругу начинаем его сполировывать. Да, нужен светлый. Соответственно, она уже заблестела, и вот эти верхние части тоже сейчас будут блестеть. Ну вот, смотрим. Видишь, уже блеск какой-то есть. Тут то же самое. Вау. Начинаем вот так вот по кругу. Берем и сполировываем. Даем Как блеск. тогда внутреннюю часть очистить? Это уже каким-то ручным? Внутреннюю часть? Ага. Внутреннюю часть, да, это можно вручную, либо же можно как-то здесь поизощряться и уже внутри попробовать, да, сполировать. Вот, например, в данном случае мы можем и здесь полирнуть внутреннюю часть. Но если изделие Давай, какое-то Борис. будет более широкое, то уже надо... Да, можно менять насадки, допустим, уже полировать вот таким вот образом. То есть по-разному. То есть у нас это как, так как это заготовка, в целом она уже плюс-минус более-менее сполированная, чистая, так сказать, да? Все, далее это отправляется в ультразвук и вычищается. Можно посмотреть? А получается, после полировки, если я... Ой, оно горячее. Да, нагревается, конечно. А если рука туда попадет, больно будет? Ну, просто такой... Ну вот, допустим, ты Да, случайно заденешь рукой, тебе больно будет? Там Ну, все будет равно... неприятно, конечно. А, В ну любом там случае. страшно больно не Да, будет. но если ты прям глубоко руку А, засунешь, ну нет. конечно, это будет опасно. Красиво. Получается, это как обработка инструментов для маникюра. Они там лежат и под ультрафиолетом обрабатываются? Нет, Или под как? ультразвуком. Под ультразвуком. Да, посредством Ага. ультразвука и температуры Мгм. вычищаем грязь в ультразвуке. Ага. То есть это у нас ультразвуковая ванна. Опять же таки, у каждых ювелиров он другой. Она с водой? Да, тут вода, и по идее туда нужно заливать специализированную какую-то такую смесь. Жидкость? Да, жидкость специальную, но мы в данном случае используем там максимально бытовые всякие разные средства, типа фейри, там все и так далее. То есть максимально он может вычищать это дело. То есть мы сейчас будет немного громко. Сейчас он включится. О, Ага. Вот включается, и мы сейчас будем выбивать из него грязь. Если поближе посмотреть, то будет видно. Тут, наверное, не видно, так как ванна уже замыленная. Тут будет видно, как вычищается грязь. Ну, я думаю, там где-то минут 5 там 3-4 полежит. Обычно сейчас просто показательно. Обычно мы делаем массово, то есть там максимально там, засыпаете? побольше туда ложим. Как бы а как всё. вы достаете, получается, всю чашку? Ну, плюс-минус уже как бы вот, как будто почище стало, да? Уже видно. Это, получается, мыльный раствор там какой-то? Да, ну, Или около того? может быть и мыльный раствор, может быть и около того. Да, то есть может быть и специализированная какая-то, концентрированный какой-то порошок может быть, да, то есть сейчас очень много продается там на Wildberries, на Озоне там и так далее, то есть в каких-то специализированных ювелирных магазинах. Но чаще всего все ювелиры используют обычные бытовые средства. Ну, потому что дешевле, наверное. Фейри, там и так далее, и так далее. Вот. Так, завершаем нашу чистку. Так, и, собственно, у нас уже как раз-таки вся грязь, ну не грязь, а вся паста, которая ранее, да, вот туда вот налаживалась Ну, для при полировке. полировки. Ага. Вот А в она вот конце ты вычищается. водой, получается? В конце, да, вода, чтобы мыльный раствор как раз-таки убрать. Вот Всё, такая- в целом этого достаточно, можно просто салфеточкой белой там его протереть,
Да, и сейчас могу принести. Пока Вот держишь такая в руках. красота у нас получилась. Мне кажется, очень интересно увидеть вживую, как добавляют камни в изделие и как его очищают и подготавливают к передаче его владельцу. Огромное спасибо, Егор, за то, что ты показал нам потрясающий мастер-класс. Пожалуйста. И желаем успеха, процветания вашей студии и твоему делу. А вы, дорогие телезрители, оставайтесь с нами и смотрите наши выпуски на телеканале Якутия 24. До скорых встреч! Пока.